С раннего утра на территории продуктовых ангаров в Майском в порядке живой очереди в грузовые машины загружают мешки сахара, муки и продуктовые наборы. Всего 1600 комплектов для раздачи многодетным, малоимущим, семьям с инвалидами и детям, оставшимся без попечения родителей по городу Назрани, Назрановскому и Джейрахскому районам. Благотворительная акция «Мех Сах» проводится Национальным фондом развития Ингушетии по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Пача, они черму, Япон создать, да, местно хамдакваштер, кадики афорды, местно халаквашчели, баркл алсанахди, аютышна хала баркл аллоушнуди, дерясал, далберка содак, далбарцабол. А мы необходимо хамажи шекер, духарда, чайда, духлда, эггернаха ишеди, хам продукты кирди. أجر يزش خان أجر تهج دينه جديد. وهذا كوا سون حدا نر سون حكى جات قو داقل قو سمان. خذ ديك помощи جوادي. Главы сельских поселений ожидают своей очереди, каждый со своим списком получателей, который составлен совместно со старейшинами и религиозными деятелями населенных пунктов. По их словам, такая помощь – большое подспорье для семей. Они смогут принять гостей и накрыть праздничный стол. Продуктовые наборы входят 10 килограммов муки, 5 килограммов сахара, 5 килограммов мяса, финики, конфеты, подсолнечное масло. Данная акция преследует цель оказания помощи малоимущим и остро нуждающимся семьям. Именно эта акция приурочена к дню празднования Мархаш, празднику Рамадан. Так очень много семей, которые нуждаются, не имеют возможности элементарно купить себе продукты. Это, конечно, большая помощь, большое подспорье для нуждающихся семей. Сколько семей вы планируете? Конкретно в нашем селе 47 семей. Каждому селу выделены продукты пропорционально населению каждого села. Вот, в Назрановском районе 9 сел. Большие села, например, как Плиево, Икажево, Сурхаки, Кантышево, выделено порядка 47 наборов каждому селу. За мясной частью сага отправляются на скотобойню на окраине селения Нижние Очуки. Продуктовые наборы дополняют по 5 килограмм мяса. Всю продукцию для раздачи сага приобрели в республике у местных предпринимателей и товаропроизводителей. Так закуплено более 80 голов скота, а это 17,5 тонн мяса для Мех Сага. В селении Далаково тоже дойдет благотворительная помощь. Первым делом глава поселения навещает 80-летнюю Дипхан Жандарову. Она вдова ветерана Великой Отечественной войны Юнуса Жандарова. Гостям бабушка очень обрадовалась. Здесь она проживает вместе с внуками. Национальный фонд развития محمود او بکشریپویچ سودیانه مسکش نخه دقدیانه ترویاش نخه یسادیان دقیقیت yok سود ولی yok مرخیبیت دیانه مرخیبیت دیانه شوان دیانه آش حجت دلشونه شوان دیانه نقصتل دیان مرخیبیت دیان سندوش کی حدیه کات خو Далее благотворительная колонна двинулась на улицу Победы, где гостей встречает Зарема Добриева. Семья числится в списке остро нуждающихся. Продуктов. Малоимущих и нуждающихся семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, видно просто проехав по селу. Вагончики, полуразрушенные щитовые дома. Всего этого, кажется, нисколько не замечают дети, улыбчивые и искренние. Они с радушием встречают гостей. К примеру, как эта семья Жандаровых. Помощь в селении Далаково получают 47 семей. Благотворительная акция «Мех Сага» пройдет и во вторник, охватит Сужинский и Молгобекский районы. Всего к празднику Мархаш помощь получат 3500 малоимущих по всей республике. Хади Добриева, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.